Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. В наших видео мы не раз затрагивали проблему юртовских татар из Астрахани. Находились комментаторы, которые упрекали нас, что мы, рассказывая о юртовских татар, не показываем их самих. У нас хорошие новости. В этом выпуске вы увидите настоящих юртовских татар. Перед вами предстанут люди, прекрасно разбирающиеся в истории татарского народа и знающие историю своей малой родины, то есть Астрахани. Юртовские татары – это драгоценность и украшение нашей большой татарской нации. Признаемся, что без вклада юртовских татар у нашего народа не было бы значительной части нашей самобытной культуры. Вы не думайте, что мы хвалим только юртовских татар. Другие представители нашей нации тоже внесли огромный вклад в развитие культуры. Мы их помним и чтим. Сейчас мы послушаем Давлята Умерова, кандидата культурологии, этнохореолога, балетмейстера, исследователя особенностей культуры астраханских татар, Сулеймана Рахимова, историка-архивиста, одного из создателей и редакторов историко-документального журнала «Гасарлар Ауаза», и Марата Яхяева, заслуженного деятеля искусства Татарстана, создателя в Казанском государственном институте искусства татарского хорового отделения. Юртовские татары рассуждают, что в свое время карагаши откололись от большой татарской нации. Они задаются вопросом, к чему же это привело? Что же выиграли от этого сами карагаши? Слово Сулейман Абыга. Ну, без хазар шыктых ты, и чего мы добьемся? Ну, карагашларна шыхтлар, они вот 80-е годы, там, часть из них записалась. И что? И что? В итоге что? Все, ничего. Что им предложили? Ничего. И они просто медленно, просто ассимилируются постепенно, и все. Культурного пространства нет, научного пространства нет, все. Можно надеяться на что-то, может быть, конечно, они поднимутся, но... Юртовские татары рассказывают об астраханском дореволюционном просветителе Габдрахмане Гумари. К сожалению, вокруг его имени в последнее время стали складываться мифы. Біздің достар енді нагайстар Идрисов, Ильдар Идрисов, жақсы білеміз, оны активно пропагандирует нагайскую культуру, и недавно прочитал, что он айтады, что наш Габдрахман Гумари, Сулейман Туктаровтың жазған китап, про него очень хорошо биографию знаешь. Вот, он айтады, что Габдрахман Гумари себя идентифицировал как с нагайской нацией. Он нагаец тебя айтады. И вот приводит пример, там вот, как ты думаешь, правда это? Ну, это частично правда, частично неправда. Да? Он, конечно, ассоциировал себя. Он знал, откуда он корнями. Он даже автор работы «Нагайская история». Но, к сожалению, она не сохранилась, погибла в 30-е годы во время репрессий. Но при этом он абсолютно не отделял от себя от татарского народа. Габдрахман Гумариның язулары олар татарша. Нугай оборотлары да yok. Ну, чөнки ул ведь укыган, Астраханда укыган да, аннары Казанда укыган. Юртовские татары перечисляют ярких представителей из Астрахани, которые внесли огромный вклад в развитие татарской культуры. Запоминаем. Еще фигура очень знаковая из актеров. Зайни Султанов. Зайни Султанов – это народный артист нашей республики. Он фактически в 20-е годы практически привез труппу. И эта труппа была где-то до конца 20-х годов, костяк составлял татарского театра. Это же здорово. Камал Третий, Уральский, Сара Байкина. Алар бітінісі де ойнайлар на сцене академического театра. То есть фактически классика татарского театра закладывалась руками, умом, талантом. А вот біздің Астрахан татарларының нәрсесі іліші. Юртовские татары рассуждают, какой же на самом деле у них родной язык. Слово Марат Абыга. Biz yurtta tatarlarıyım. Biz sileşebiz, yazışabız, nitebiz, edebi
татар тілінде kitaplar okuyabilirsem. Min 4 yıl mektepte okudum Tatar tilinde. Çista Tatar tilinde, то есть bütün fenler Tatar tilinde. Ana 5. klasga koşkaç bizden o Tatar tilini bitirdiler вообще. Gitti Rusifikasya. No anga hatlı bizden aniler 20. yıllarda okuyanlar Tatar tilinde. Anasın Tatar tilinde, edebi tilde, değil mi? Anasın tege grafika köşirgenler aralarında diyelim, Arapska grafikadan Latince, değil mi? Но Тукай tilinde силяшканlar bitalar. Настолько biz интегрированы в вот эту культуру, yurtta татарлары, в эту культуру, где biz спокойно силяшабыз, язабыз, жырлыбыз, нитабыз, я просто не представляю, как можно bizни оттуда вытащить. Это будет трагедия просто. Да. Biz со всем этим, Дагестанларға, вы что, ребята, вы откуда? Это совершенно другая культура уже. Вы из другого мира, дорогие мои. Вот создавайте свою культуру. Не трогайте. У нас тут все уже в крови у нас, мы все этим живем. Культурой астраханских и юртовских татар очарованы даже русские. Еще раз послушаем Марат Абыйны. Біздің Түркімді, Астрахан Казани, біздің тігі админ Сергей Хабаров, Жәмәлі егеті, мен де оқыдым, мен оқырға шақырдым, оқыттым, нетем ақыр театрда ведущий артист, жыршы, сіз қарағыздан, аның, ол шышы біздің ауылда өсіп, татарларны шул қатлы яратып, өз тілі етіп, көпме татар жырларын yazdı. Именно біздің юрта татарлары, ол как юрта татары. Шул тілді, күйлеріні. Лучшие татарские песни об Астрахани кімді? Орыс Сергей Хабаров. То есть настолько біздің юрта татарлары привлекательные, настолько теплый халық, настолько білімлі, сәләтлі и так далее. На орыс кішісі өзін полным, өзін татар деп тасаны. Ол сіңдірген, кішкене вақыттан сіңдірген, кірген оланарға, көңіліне кірген. Понимаете, насколько должна быть привлекательна біздің культура? Родоначальник башкирского этномиссионерства и тележурналист-манипулятор историческими фактами Салават Хамидуллин решил опять отметиться в привычном для себя амплуа и переворошить историю татар. Салават Хамидуллин считает, что ощущение татарами России себя как единой нации наносит вред самим татарам. И это ощущение он называет татаризмом. Я не скажу, что все татарские историки. Понятно, что там есть разные историки, есть нормальные историки. А есть, вот так скажем, те, которые составляют вот этот идеологический блок, который мы всегда вот условно называем марджанизмом, да, вот, который, в общем-то, управляет идеологией Татарстана вот уже на протяжении, там, ну, наверное, там, скольки, там, ну, как минимум, там, 20 там, с чем-то с лишним лет, да, вот. Что касается вот идеологов вот этого татаризма, которых ни в коем случае не надо ассоциировать со всем ученым сообществом Татарстана, тем более с татарским народом, вот я тоже это коснусь, что вот эта идеология, она в первую очередь наносит вред татарскому народу. Хамидуллин печется о здоровье и хорошем самочувствии татар. Поэтому, заявляет нам этномиссионер, татарам следует отбросить свое единство. Что несет это для самого татарского народа? И ведь и для татарского народа это несет только разрушение. Почему? Объясню почему. Смотрите, вот мы же живем в современном информационном веке. Раньше, да, когда книги лежали только в библиотеках, там кто читал, тот, значит, знал, а кто, у кого не было такой возможности, тот не знал. В информационном веке уже информацию не скроешь. И со времен Декарта у нас, значит, рациональность, она, так скажем, является в основе любой академической науки, находится рациональность. Татары ведь тоже ведь простые люди, читают книги, видят, что ага, что-то не сходится. Вот нам говорят, что мы татары, а вот, значит, по документам совершенно другое, что, оказывается, мы не те татары Золотой Орды. И у всех вот этих адекватных, большинство любого народа, это вполне адекватные люди,
И вот складывается ситуация двоеверия. Вот эти люди, которые понимают, что вот эта идеология, она никуда не годится, она лживая насквозь, им приходится вот из чувства национальной солидарности делать вид, что вот они, да, вот они в это верят, да, что вот татары это действительно, это татары Буйрнура, Центральной Монголии, значит. И это мне напоминает вот ту ситуацию, которая была вот в позднем Советском Союзе. Была идеология, значит, вот этого коммунизма, КПСС, вперед, ура, но в нее никто не верил. В нее никто не верил, все просто делали вид. И здесь вот сейчас такая же ситуация. Вот эта ситуация лицемерия, двоеверия, она ведь разрушает душу этих людей, поскольку им приходится обманывать, значит, приходится постоянно изворачивать, постоянно придумывать новые уловки. И так продолжаться ведь вечно не может. Да что ты, черт побери, такое несешь? Кстати, Салавату Хамидуллину не нравится, что мы его называем этномиссионером. Скрывает он это наигранной ухмылкой. Вот они говорят, там называют этномиссионеры, придумали тоже название. Хотите посмеяться, как Салават Хамидуллин рассуждает, что жителей Казанского ханства на самом деле называли чувашами, и что современных татар на самом деле создавало Московское царство. Хотите? Посмотрите. Недавно вышла тоже книга, значит, о роли татар, значит, в построении Российской империи. Это всегда, значит, ведь и сама ведь и Российская империя ведь к этому делу руку приложила, когда, вернее, не империя, а даже еще Московское царство, когда начала создавать соответствующие сословия. Допустим, в составе Касимовского ханства Московское царство создало сословие служилых татар. Это нужна была конница для борьбы с Казанским ханством. Вот, служилые татары, оттуда, значит, выходцы из разных мест, из разных регионов бывших постордынских образований, в том числе из Ногайской Орды, из Башкирии, из Крыма, стекались разные ордынцы, и вот их московское государство включало в это сословие служилых татар. Вот. А потом уже, когда Казань была взята, и, значит, московское государство, вот на то население, которое местное там находилось, ясачных чувашей, то есть просто чувашей, наложило уже, значит, название ясачные татары, то есть тоже сделав их одним из татарских сословий. То есть государство само конструировало вот этот, скажем, сословие разные, которые потом уже по этому внешнему созвучию, потом уже у них, они сами дошли до того, чтобы им соединиться уже в этот проект, уже проект татарской нации. Салават Хамидуллин очень смело рассуждает о постановлении ЦК ВКПБ 1944 года, подписанной Сталином. Согласно этому постановлению, татарам запрещалось изучение культуры и искусства Золотой Орды. Из-за этого постановления подверглись гонениям историки и исследователи культуры Золотой Орды. Но Салават Хамидуллин не прочь измазаться в крови, пролитой сталинскими палачами. В советское время, вот уже, когда все-таки она была наука советская, ведь она в масштабах всего государства делалась, и там не было места таким местным аквариумным наукам, как сейчас вот мы видим в Татарстане. Там разрабатывалась история булгарского происхождения татарского народа. Вот заметьте, да, в советский период, где утверждалось, да, значит, казанские татары – это потомки булгар. Вот, там тоже есть свои, значит, нюансы, но в целом она отражала действительность. Вот. И всегда говорила, что она не имеет ничего общего, казанские татары не имеют ничего общего с улусом Джучи, с так называемыми страшными татаро-монголами Золотой Ордой. Недоволен Салават Хамидуллин казанским историком Дамиром Исхаковым. Он называет его фальсификатором, но мы вам рекомендуем почитать его книги и статьи. Знаете ли, очень интересные. Ну а те, кто с нами не согласен, хотя бы познакомьтесь с так называемыми фальсификациями Исхакова. Хамидуллин просто так его упоминать не станет. В Татарстане возникла Исхаковская школа фальсификации. Своя, значит, там была создана научная школа, так называемая, научная, потому что она нигде, кроме Татарстана, не признана. Где вот стали утверждать, что вот, дескать,
татары казанские, это есть вот улус-джучи, что вот есть ногайские татары, есть какие-то там башкирские татары, сибирские татары, астраханские татары и так далее, и так далее, и так далее. То есть начали множить там, и стали активно всякие псевдонаучные книги там писать. А вот тут Салават Хамидуллин с головой выдает всю свою секту ногайских и башкирских этномиссионеров. И ведь что нас сейчас, нас, вот, общественников, историков Башкортостана и вот ногайских общественников и историков заставило обратиться? Ведь всем было бы глубоко, ну, фиолетово, там, что там пишут в Казани, если бы они нас не трогали, понимаете? Но ведь мы не можем оставаться в стране, когда вот идет вот такая агрессивная, вот промывание мозгов. Кроме как вот такой идеологической агрессии, другого слова не подберешь. Задаемся вопросом, есть ли вообще возможность договориться с Салаватом Хамидуллиным? Хотя бы на теоретическом уровне для историков и исследователей? Нет. У нынешнего идеологического дискурса, который до сих пор вот он исповедуется Казанью, нынешним руководством, он не имеет будущего. Вот произойдет смена руководства, и все это умрет. И постепенно вместе с этими, с Исхаковыми, с Хакиловыми уйдет вот это все, и будет выброшено на свалку истории, придет новое адекватное поколение татарских историков, общественников, национальных деятелей, с которыми всегда можно будет уже говорить и обсуждать любые темы за круглым столом. А еще Салават Хамидуллин преподал ногайским этномиссионерам мастер-класс, как нужно манипулировать историческими данными. Итак, если вас просят высказаться по какой-то теме, которую вы не исследовали и не изучали, то начинайте говорить любую чушь со слов «мне очевидно». Судя вот всему вот этому анализу документов, включению юртовских нугаев, в частности, вот этот татарский проект, не прошло еще 100 лет. Это где-то вот 25-26 года прошлого века, да, если брать видимо, точку отчета. Как бы. Ну, видимо, так, да, видимо, так, потому что я вот конкретно не могу сказать, вот я просто не изучал там уже по переписям, по советским переписям, куда начали их включать юртовских нагайцев, астраханских нагайцев, я просто не владею информацией, но это очевидно, что это произошло именно, значит, в 20-х, 30-х годах прошлого века, 20 века. Мы ранее уже рассказывали об общественной организации «Башкорт». Активист организации Руслан Габасов написал очень интересную статью, которая называется «Татаро-башкирское напряжение и виноват Хабиров». На самом деле мы очень рады, что среди независимых башкирских организаций звучит голос разума, не одурманенный башкирскими этнополиттехнологами. Габасов рассказывает, что причиной напряжения послужили шуточки главы Башкирии Ради Хабирова в адрес Татарстана в духе «догнать и перегнать». Наши соседи и друзья очень правильно говорят «без булдрабас». А я хочу сказать собравшимся «без яхшарак булдрабас». Автор статьи считает, что подобная нарочитая вербальная конкуренция лишь только подогревает общественность обеих республик. Но основной скандал между двумя республиками случился из-за так называемого северо-западного диалекта башкирского языка. И здесь мы с Габасовым согласны. Активист Башкорта очень трезво рассуждает. Он признает, что вокруг истории, культуры и языка жителей северо-запада Башкирии среди историков и специалистов есть дискуссия. При этом Габасов говорит спасибо Салавату Хамидуллину, а его оппонента и нашего казанского историка Дамира Исхакова относят чуть ли не к поверженным. Так бы и спорили между собой историки и этнологи о том, кто же эти жители северо-запада Башкирии. Но в последнее время этот вопрос стал муссироваться на более широкую публику. Как пишет Габасов, башкирские историки пошли на лобовую. Почему же произошедший татаро-башкирский конфликт приобрел явно выраженный характер при Раде Хабирове? А этот вопрос действительно раскачался за последние 2 года. Ровно столько правит Ради Хабиров. Руслан Габасов отвечает, что властям Башкирии
Нужно было отвлечь общественность от злободневных проблем. Поэтому и была вброшена столь раздражающая башкир и татар тема. Автор статьи спрашивает у башкирских властей, неужели у башкир нету реальных проблем? Он спрашивает, неужели Зауралье Башкирии перестало быть депрессивным? Что, бахтовики уже вернулись из севера и работают в Башкирии? Удалось ли спасти гору Куштау от разрушения, которому в свое время подверглась гора Шахтау? В Башкирии решен вопрос с сохранением и развитием башкирского языка? Татары и башкиры – братские народы. Мы издревле живем рядом. Наше благополучие зависит от того, насколько дружественны наши отношения. Скажем и со своей стороны. Ведь действительно, что же на самом деле волнует главного башкиризатора в Башкирии Салавата Хамидуллина? Ответ – почему-то единство татар России. Мы попытались найти какие-нибудь публичные высказывания Салавата Хамидуллина в защиту священной для башкир горы Куштау. К слову, она стала уже священной и для башкортостанцев, а не только башкир. И вы знаете, ни Яндекс и ни Google не выдали никаких результатов на наши поисковые запросы. Совпадение?